вот такие замечательные веночки к Новому году. Да? Да. Вот. Волшебная пора Да. сейчас началась. Каждая хозяйка очень хотела бы украсить свой дом. Да, вот я думаю, вот еще какими-то такие изделиями. изделия подойдут. Вот мамочки обычно готовят украшения в садик, допустим, принести. И это очень быстро можно сделать за один вечер. И, к примеру, если говорят, на Новый год принесите нам украшение, вот можно сделать такой вот веночек. Ой, это здорово. Так что мамочкам вообще вот на, так сказать, вооружение, пожалуйста, возьмите вот этот вот мастер-класс. Ну, наверняка все очень просто, да? Да, здесь используется всего лишь воздушные петельки мы набираем и столбики с накидом. Давайте попробуем. Вначале, пожалуйста, расскажите вот про вот эту нить. Что это за нить? Она тянется. Это не хлопок или хлопок? Нет, это полиэфирный шнур у нас. Это искусственный материал, но он как бы ценность такую несет для рукодельниц, потому что вот сейчас вот он тянется, да, а в изделии он очень прочный, стабильный, не растягивается. То есть из них получаются вот как бы сумочки вот такие вот. Можно вот такие вот сумки связать из них. То есть он не выгорает. То есть на улице мы, когда носим такую сумочку, она не будет выцветать. Вечная. Да, как бы материал такой, он универсальный. Его не только используют вот как бы для рукоделия, но и в промышленности его тоже активно используют. Изначально это, скорее всего, придумано было для промышленности, а вот мы, рукодельницы, подхватили и начали вот красить во все цвета радуги и вязать такую красоту. Здорово. Значит, нам понадобятся цвета разные и начинаем, да? Так, крючок. Крючок берем в руки. Можно зеленую, да, я беру? Или Да, красную? конечно, как хотите. Так. Вот. Ну вот для этого шнура, этот шнур 3 мм, мы используем крючок 4,5 мм. Для начала нам нужно сделать петельку. Ну, кто умеет, может, крючком, но можно сделать вот пальчиками. Конечно, это я. Так. Вот, вот так вот? Вот так вот сделали и просто петельку. Петельку, наверное, все умеют делать. Получилось у вас? Так, и, значит, мы вот это вот затягиваем, чтобы петелька у нас обхватывала полностью крючочек. Плотненько или нет? Ну, не очень плотно, Так, чтобы он ладно. вот так вот ходил. Хорошо, хорошо. Так. Так, и теперь мы работаем только с нитью, которая идет от клубка, которая длинная. Вот, и, значит, держим ее вот так, вот правильно держите, да. Подхватываем нить, то есть крючок ныряет под нить, ныряет, и вытаскиваем петлю из нашей петли, которая на крючке. Крючок желательно держать вот этим крючочком вниз, тогда Да, он будет вниз. легче. Так. Вытащили, да? Вытащили, да. Вот, и это у нас первая воздушная петля. Нам нужно сделать таких воздушных петелек 40 штук. Ага. Ну, может, мы сделаем 10? Ну, давайте, да. 10, чтобы нам технику понять, как мы делаем. Так, 3. Свободные петли делать? Да, можно достаточно свободные, плотные не надо делать, чтобы 5. нам легче было потом в дальнейшем вязать. Ну, давайте, вот сколько у вас получилось? 8, 9 и 10. Так, 10 сделали. Вот, теперь нам нужно делать столбики с накидом. Для этого мы будем столбики все наши делать, вот эти бугорки. Видите, вот здесь бугорки? Тын-тын. Вот здесь вот косичка, косичка, да? Так. А с другой стороны у нас бугорочки. Так, вот они, Да, бугорочки. и мы столбики с накидом делаем во все эти бугорочки. Понятно. Но вначале мы пропускаем первые 2. Мы в них Так, не делаем, ладно. мы делаем в третью. Первый бугорок, второй в третий. Вот Да. В третий вот бугорочек. Вот туда, мы туда должны попасть. И вот делаем накид, то есть Накид, так. подхватили нить, и где у нас третий бугорок, туда вводим крючок в третий. От себя. От себя, да. Так, Подхватили нить и вытащили ее из этого бугорочка. так. Ага. Вот, у нас теперь на крючке 1, 2, 3 ниточки. 3 петли. Мы еще раз ныряем под нашу нить. Так. И вот протаскиваем эту нить. Через все? Не через все, первые 2. Ага. Вот, правильно у вас было. Вот так вот вот. так, да. Так. У нас осталось 2 ниточки, видите? Так, да. И еще раз ныряем под Ныряем. нить. И теперь уже через все протаскиваем. Мгм. У нас получился первый столбик с накидом. Да. Вот. Теперь нам нужно сделать еще один столбик в этот же бугорочек, куда мы делали наш столбик. Мгм. Мгм. Так. Ныряем под ниточку. Под нитку. Это мы сделали накид. Так. Крючок вводим в наш бугорок, Вот в котором уже тот были. же. Да, в тот Так. же самый. Вытащили. Мгм. Так, подхватили нить.
Так. Нет, снизу ныряем. А, вот так. Ага, вытащили. Даже удобнее снизу. Да. Так, дальше. Вытащили через вот этот вот Одну? бугорок. Одну. И у нас опять 3. 3 через 2 Через 2. и через 1. Да, и еще раз через 2. 2 же будет. Запутали. Так, у меня что-то такое. Давайте я помогу. Во-во-во. Все. Так, все. И получается, я вот эти две петли вот так. Да. И еще раз, всё, что- И еще раз вот так вот. да, через 2 вытаскиваю одну. Мгм. Ага. Мгм. Вот у нас получилось 2 столбика. 2 столбика получилось. Да. Теперь, Посмотрите-ка, 2 столбика. Вот да, они. Ага. хорошо. Теперь вот идет следующий бугорочек. Нашли его. Мгм. Да, Видите? вот он, следующий. Нам там. в этот столбик, ну, в бугорок будем его называть, да, нужно сделать 3 столбика с накидом. Мгм. Мы делали 2, а теперь надо 3. Мгм. Вот, ну, процедура та же. Мгм. То есть мы делаем накид, Накид. Ныряем вводим, в этот. да, вводим в бугорочек, подхватываем нашу нить снизу, всегда снизу, Ну да, вот. да, Так. вот, вытащили, 3, Тут 3. да, все правильно, Вытаскиваем, через 2 вытаскиваем. ага, через 2 вытащили, Мгм. вот, И еще снова раз. через 2. Да. Одна, теперь опять ныряем. Мгм. Опять залезаем в этот же бугорок. Да, в тот же самый, Так, видно в этот. его? Ну, наверное, да. Так, вытаскиваем ниточку. Вот у нас получилось 3. 3, Берем одну, вытаскиваем вот через 2. Опять 2 получилось. И снова ныряем, вытаскиваем. Вот у нас Да. одна. Снова ныряем. Опять в этот же бугорочек, да? да, все правильно. Заходим. Ой, слушайте, какая я вот такая гениальная женщина. Да? Так, вот. И снова еще раз, да? Да. Мгм. И вот Да. у нас должно получиться Так, и еще раз. у Вы вас же сказали 3? 3, просто я уже успела сделать. Да. А, вы уже все Мгм. сделали. Мгм. Ох, как. Ну, конечно, вы же мастер. Так, вот. Все, 3. Да, 3 есть. И мы вот эту процедуру повторяем, пока у нас не закончатся все вот эти вот бугорочки. Понятно. Значит, бугорочек мы заходим именно в следующий бугорочек, да, и в Да. следующем бугорочке мы также проделываем 3 по столбика. 3 столбика. Да, сначала Мгм. накид. Ой, накид. накид, потом находим вот этот бугорок. Мгм. Ох, тут залезть это целое дело. Так, вот, вытаскиваем. Получается у нас вот 3, да, вот криво-косо. Не слушается немножко. Ну, Крючок. бывает. Да, да, Бывает так. да. Ой, что-то я неправильно сделала. Ну, надо распустить. Так, значит, еще раз. Накид. Накид. Ввели Опять крючок. Да. крючочек я, наверное, правильно вела в этот, Мгм. в этот Бугорочек. бугорок. Да, только в него надо ввести, чтобы Так, над крючком была только вот одна петелька. Мгм. Вот он бугорок же, да? Да. Видимо. Мгм. Так, вот, вытаскиваю, да? Вот, вытащила. Накид забыли. Так, еще раз. сначала. Накид, потом Мгм. заходим, вот вытаскиваем. Мгм. Так, вот у нас получилось 3. Да. Вытаскиваем вот так. Раз. Ага. И вот два. так, 2. Теперь опять накид. Мгм. Ой, главное накид не забывать. Вот, это у нас идет 2, по-моему, да? Вторая, да. Мгм. И вот сейчас снова накид и опять 3. В общем, по 3 штучки делаем. Да, в каждый бугорочек мы делаем по 3. И у нас будет получаться спиралька. Так, вот я, по-моему, 3 сделала, да? Да, Нет, 3 3 сделали. сделали. Ага. Так, теперь снова, да? Снова и опять та же процедура. Находим бугорок наш. Бугорок. А вообще вы рукоделием занимаетесь с детства, я так Да. понимаю, да? Меня мама научила вязать в 5 лет. И вот, и она мне дала вязать Ничего себе. шарф, который, естественно, у меня не получился. Я его Мгм. очень долго вязала. Мгм. Ну, моя мама была такая строгая женщина Мгм. в этом плане. И она распустила его весь. Ну, и, естественно, у ребенка в 5 лет весь запал ушел. Мгм. А потом я в школе уже, когда там 1-2 класс, говорю: мам, научи, говорю, меня, как набирать петли. Она мне показала, говорит: вот, смотри. Потом я попробовала, ну, опять ребенок, да, непостоянен. Мгм. Вот. И как бы тоже я это дело забросила, и потом 3-й раз прошу, говорю: мам, говорю, покажи, как набирать петли. Она сказала: я тебе уже 2 раза показывала, делай сама. Мгм. И вот как-то я вспомнила, что как набирать, и уже вязала. Вот, ну, в школе, естественно, мы там вяжем по мелочи, там, куклам одежду, Мгм. вот, такие. Еще мне нравилось, я помню, лет с 12, что ли, я начала вязать символы года.
Мгм. Ну, то есть я там подружке крысу связала, потом бычка. Мгм. Ну и вот так вот увлекалась. В студенчестве тоже у меня там с перерывами было. И вот очень сильно я, получается, увлеклась, когда у меня дети родились, сидя в декрете. Мгм. Ну, наверное, у многих так бывает, у мамочек, да, что Мгм. вот времени, пока малыш маленький, ну, не у всех, конечно, бывает, что времени много и хочется себя чем-то занять. Мгм. И вот, и получается, когда у меня сын родился старший, я уже тогда там погрузилась в это дело с головой и вязала там и на заказ, и в ярмарках участвовала. В общем, как бы меня это дело затянуло, получается, только с рождением детей. И ведь теперь до сих пор не может отпустить. Да. Но интересно, слушайте-ка, вот так вот, если вечерочек посидеть, повозиться, да, мне кажется, можно действительно вот заболеть этим делом, вот, и очень увлечься. На самом деле крючок, такая вот медитативная работа. Ну вот смотрите, вот как-то так получилось. Да, она вот такая, как зигугу, да, вот такая непонятная получается, но мы Мгм. потом ее делаем вот так вот, Мгм. скручиваем, и у нас получается спиралечка. Мгм. Вот она, спиралька, да? Да, давайте другую, что ли, попробуем. Вот, Мгм. вот, видите, спираль получилась. Так. Мы должны связать их длинными. У меня вот когда сын родился, и мне надо было чем-то занять руки, потому что активность мозга, мне кажется, требовалась. И я увлеклась очень сильно вязанием. Вот, я вязала на заказ шапочки, там варежки, а потом деткам там всякие кофточки вязала. Вот сыну, например, я связала плед. Вот. И как бы я всем этим делом увлеклась до такой степени, что у меня появился мой магазин. Вот. Можно абсолютно любую вещь, да, вот связать именно вот из этого полиэфира. Из этого полиэфира можно любую связать вещь, но нельзя, ну, как бы к телу мы не вяжем. Ну Это да, потому что скорее это аксессуары, искусственно. вещи для интерьера, Ну, сумки, допустим, да? сумочки, да. Вот хлопковый шнур, мы из него вязали панамы, шляпы. Мгм, мгм. Вот, их можно, как бы, потому что это хлопок. Еще эти шнуры используют для макраме. То есть вот это вот шнур именно, это не полиэфир, это хлопок. Это хлопок, да. Ну, из хлопка-то, конечно, да, это одежда. Ну, одежда, она Можно. грубовата просто. Мгм. Можно там что-нибудь, знаете, плетут макраме, жилеты вот такие. Да, Мгм. жилеты или же вот сумки. Эполеты Да. еще делают. Ага. Я вот не мастерица, конечно, да, и крючком пользуюсь, ну, в общем, время от времени. Раз в 4 года, может быть. И вот смотрите, вот такая штучка должна получиться такая вот закручивающаяся. Ну и она, соответственно, какой вы хотите венок, да, Мгм. я так полагаю. Если вы хотите там двухметровый там, в объеме, да, в диаметре, вот, или же, ну, как наши веночки вот такие небольшие, это сантиметров, ну, сколько, 20, Ну, да, Да, меньше. 20, 15, да? Ну, примерно. Вот, да, где-то может, примерно меньше. вот так вот. То есть вот это загогулина, а почему? Это у вас две, да? Да, две. Вот я сейчас покажу, как мы Две, их собираем. посмотрите-ка, да, вот. В общем, вы готовите две заготовочки, да? Да, Вяжете, вот такие вяжете, ага. Определяетесь вначале с диаметром, какой вам нужен, либо как на дверь, ну, соответственно, побольше. Ну да, если там должен поддержка быть нужна веночек. будет на дверь. То есть То есть из проволочки, да? Да. Мгм. Или же можно, а вот проволоку, если нет проволоки, ну, то, что дома есть, да? Ну, например, Плечик пяльцы какой-нибудь. взять. Да, или Пяльцы пяльцы. взять и их обкрутить, и Ну, получится. пяльцы-то, я думаю, не у каждой найдутся. Ну, допустим. Так. Но в любом случае есть такие, знаете, из легких каких-то металлических штучек плечики. Да, Да, плечики можно плечики разогнуть и вот использовать. То есть можно выйти вот из такого Да. положения, да, и как-то вот найти, да, подойти творчески. Творчески, да. Мы творческие люди, Украшение можем своего из дома. всего что угодно что-то Да. делать. Ну вот, Две давайте. у нас колбаски получились. Да, вот они, две колбасочки, и нам их надо скрутить вместе. Так. Для этого мы найдем вот один кончик и второй. Мгм. Вот, развернем и совместим их. Мгм. Вот, и начинаем их скручивать. Вот.
И главное, вот вся фишка в том, да, посмотрите, у Марии как вот получилось, смотрите, вот она такая, да, и у меня вообще очень скромненькая, но как оказалось, ошибка в том, что не в каждый бугорок я приложила, ну, усилия, скажем так, да, и как-то вот невнимательно. Через бугорок у меня прошло это дело, а у Марии, ну, поскольку человек вяжет с детства крючком, поэтому вот видите, как все аккуратно, здорово, и вот все очень-очень четко получилось. Ой, как интересно. Вот они скручиваются и, получается, ложатся как бы, ну, мне это ассоциируется, вот, допустим, веночек там из зеленой, это типа еловые ветки, Ну да, то есть а ассоциация. красный это ленточка, допустим. Да, новогодняя тема, да, вот эти вот цвета. Вот у нас. Зеленый, красный. Так, теперь получилась вот такая колбаска, и мы вот здесь вот должны сшить. Это мы сшиваем уже ниткой. Да, и вот как бы я рекомендую брать для полифиров вот такие вот иглы, они специальные, с широким ушком и тупым кончиком, чтобы нам не рассекать вот эту вот часть. И вот, ну и вот получается в широкое ушко хорошо входит нить полифира. Ну, сейчас мы попробуем вставить. Вот, берем так. Пластмассовая иголочка, да? Ну, они бывают разные, железные, там, ну, всякие разные бывают, но это специальная нить для вязаных вещей с широким ушком и тупым кончиком. Вот, и сшиваем. Так, будем, да, показывать? Ну, конечно, да. Так, сшиваем тоже, находим концы. Вот, допустим, у зеленого. Здесь я еще хочу рекомендовать, ну, там, лайфхак, так скажем, да, его желательно перекрутить, ну, посильнее, да, потому что, когда мы сошьем, он начнет раскручиваться, ну, и здесь, ну, не очень красиво будет, если мы его не докрутим. То есть надо поплотнее вот так вот закрутить? Да, поплотнее закрутить, потому что при сшивании он все равно, мы, как его, ослабляем. Вот, поэтому желательно посильнее скрутить, чтобы в дальнейшем он был плотненький. Вот. Плотненьким, вот как вот этот вот. Да. Смотрите, мы делаем, вяжем вот такой вот веночек. Вот, значит, сопоставляем. Вот, и чтобы они смотрели не вот так, а вот так вот именно. То есть вот у нас вверх. Лицевая сторона, да? Да, вот видите, лицевой стороной. здесь видно, где мы вязали вот нижняя часть, вот верхняя. Так. Ну, то есть видите, да, вот здесь дырочка. Ага. А вот с обратной стороны это как выглядит? Ну, почти так, что. Не имеется в виду лицевая, чтобы низ вверх. Вот это низ, это верх. И вот здесь тоже низ вверх. Понятно. Вот они должны совпасть. Понятно, низ вверх. То есть вот это важно. Это важно, да. Вот, и начинаем сшивать. Сшиваем. Ну, тут уже как бы делаем там покрасивше. В принципе, это если не получится, допустим, с первого раза, ну, первый блин комом, да, бывает так, это все можно замаскировать, там, к примеру, вот бусинами, ленточками, ну, потому что все равно невозможно сшить, ну, состыковать что-либо, чтобы это было не видно. Поэтому как бы не боимся этого. Вот я вот, допустим, сшила, вот у меня, вот, это мы свяжем потом. Я просто там ниточки взяла, вместе связала. И вот у меня спираль продолжила вот так закручиваться. И совершенно ничего не видно. Да. Спиральки все равно можно еще подкрутить. Их да? можно подкрутить, там, подтянуть, и, в общем, все равно будет красота. Ну да. Уже красиво. Да. Два цвета. Давайте я покажу. Просто я вот этот, когда сшивала, у меня здесь все равно, видите, вот есть вот такой шовчик. Вот вам вблизи видно, да? Поэтому я прикрепила вот такой вот бантик, чтобы немножко его замаскировать. Понятно. Так, вот эти вот бусинки всякие. Ну, это разные. я уже тоже, вот то, что у меня дома было, нашла вот эти вот штучки и все прикрепила сюда. Ой, они прям как прям ягодки настоящие. Ну, да. Ага, и, ну, это можно все что угодно вот найдете, наверное, у людей там пуговицы даже можно красивые, бывает, Да, что у нас остаются пуговки. Да. Вот, или там белые какие-нибудь бусины прикрепить, будет похоже на снежинки. То, во что гораздо, тут уже включаем свою фантазию, как вам нравится. Ну, бисер, может, крупный какой-то. Конечно, да. Дальше я брала вот эти вот ниточки и уже плела из них вот такую вот косичку. Ну, косичку все умеют плести. Я думаю, это не надо показывать. Из остатков, ну, да, вот у меня ниточки вот, болтались. То, что осталось, болтается, да? Да. Вот так вот можно сплести косичку, и получится у нас вот такая петелька, да? Да.
Ну, дальше я уже просто взяла нить с иглой обычную и пришила ее. Так. И всё. Ну, тут у меня немножко не хватает веревочки, но в целом, как бы, когда будете отрезать нить от веночка, надо подлиннее отрезать, чтобы ее потом в дальнейшем использовать. Ну, либо, если не нравится такая петелька, можно что-то другое использовать. Можно другую петельку сделать. Да, так леску. Что, да, это не, если не нравится вам, чтобы видно было, что вот петелька есть, да, то есть можно. И вот таким вот образом, такой техникой можно украсить любые двери, любые, допустим, подоконники, да, ну где-то там, На допустим, елочку, может быть. на елку можно, или вот как кольца для салфеток на новогодний Кстати, стол, да, да. или вот украсить свечу как-то вот, как вот подсвечник, да, вот изголовье Да, подсвечника. как-то побольше вот поставить. сделать, там Да, побольше, допустим. поменьше. Или же, мне кажется, знаете, если сделать вот такую колбасину, так сказать, побольше и покрупнее, да, может быть, ее можно пустить вот как-то вдоль вот этих, Можно. На стол главный, вот, Да, где будут еще стоять ваши Я видела, хрустали с да, яствами. это тоже можно. Вот. Да. Можно сюда добавить какой-нибудь люрекс, чтобы он блестел. Там. Да, ну, конечно. Кто любит. А, Потом я видела, вот такие же вяжут сосульки из белой нитки, мгм. и они, получается, их вешают вот так вот на елочку, и они как будто сосулечки вот такие висят. И вот так вот их, Ой, вот так вот да. раз ребенок там или кошка, хоба, и она так вот, оп, Растянул. растянулась и опять вернулась. А мне вот еще интересно, такой момент интересен. Допустим, у вас есть вот такая, ну, такой шнур, нить полиэфирная, да? Да. Допустим, ну, вдруг как бы завалялась в хозяйстве, вы связали этот шнур, а не хватило. А можно использовать любую другую нить? Шерстяную там, Шерстяную, например. да. Главное, чтобы, вот если мы хотим, чтобы она форму держала, она должна быть толстой. Либо мы берем средней толщины нить и в 2 нити ее вяжем, чтобы она форму держала. Просто если мы свяжем из какой-то тонкой пряжи, она будет, Хлипенькая вся. да, она будет А провисать. слушайте, а если, допустим, обвязать, ну ладно, пускай будет хлипенькая какая-то, ну нитка такая мягкая, и сделать там вот из проволочки что-то Да. вот такое вот, ну как бы, чтобы была основа, Форма, такая, форма, да, да. чтобы держала главная форму. Но в принципе сам принцип понятен, то есть с помощью вот крючочка, и получается там в каждый бугорочек по 3. По 3 столбика с накидом. Вяжем, и у нас вот это вязание наше, оно начинает скручиваться в спираль. Так. И вот это из этой спиральки мы можем сделать, да, вот мы уже порассуждали, чего только можно, нельзя сделать, да. То есть, Также вот из такой же вот конструкции можно сделать вот эти леденцы. Допустим, мы можем связать спиральки не такого цвета, а вот, допустим, белый и красный. И если мы возьмем проволоку, то есть вот такой у нас получится леденец. Так же? Да. Вот. То есть мы все эти кончики спрячем внутрь тоже. Давайте я покажу, как кончики прячутся. На всякий случай. Тоже берем иголочку. У меня тут не входит. Толстенько немножечко, да? Ну, этот я их запаяла. Вот. Вот. И прячем их туда внутрь. Очень просто это делается. Прячем. Ну, вот, допустим, спрятали. Куда он делся? Спрятали. И закрутили как вместе со Да, основной. ну просто убрать, чтобы их не было видно. Ну, я просто показала, как это делается. Вот, допустим, что их нету, и вот нам здесь нужен каркас, то есть такая плотная проволока. Я поняла. Так. И вот, и мы опять же по центру ее можем сюда запустить внутрь и придать ей форму. И получится у нас вот такой вот леденец. Потому что, Ну, то есть, да, и что интересно, вот у меня такая вообще идея возникла. Может быть, вы так делали полностью вязаные игрушки для да, своей елочки? конечно. Так, Можно не только- обвязать крючочком и шарики, да? Да, да. Вот. И вот такие леденцы придумать, и Веночки, колокольчики еще да, можно и какие-то вязать. тоненькие, допустим, сделать вот в виде гирлянды, да, вот что-то. Да, как-то. да, я тоже видела, вяжут, берут такую плотную ниточку, толстенькую, чтобы она была мохнатая, пушистая, из них такие, ну, как шишибрики вяжут,
И тоже и полностью получается вязаная гирлянда мохнатенькая. Ну, очень интересно, вот оригинально, представляете, если можно, ну, допустим, ну, не замахнуться на 2-метровую, там, допустим, да, красавицу, конечно, там это столько труда, это нужно действительно целый год готовиться, да, а так, когда вот уже пора началась, когда уже каждый день мы там в ожидании каких-то чудес, приятностей и все такое, и в ожидании, ну, Нового года, в общем, да, и времени не так много, поэтому, может быть, маленькую елочку можно украсить, попробовать именно своими руками и связать для нее игрушки. Вот, и используя именно вот эту технику. Ну что, друзья, поблагодарим Марию за интересный мастер-класс. Вам спасибо. И будем пробовать.